Самым эффективным способом защиты от коронавируса, как отмечают медики, остается вакцинация. Прививочная кампания в регионе идет полным ходом. Для этого открыты несколько пунктов. Процедуру проводят в 2 этапа, она абсолютно бесплатная и добровольная. Правда, отсутствие сертификата о вакцинации чревато ограничениями. Сколько человек привились в Сунже, расскажет Диана Дударова. Количество желающих поставить прививку от коронавируса за последние несколько месяцев значительно возросло. Однако, как утверждают специалисты, пока еще и этого недостаточно. Об этом свидетельствует и статистика заболеваемости, которая начала стремительно расти последние несколько недель. Чтобы сформировался коллективный иммунитет, необходимо привить как минимум 60% населения. Ну а тем временем прививочная кампания активно продолжается и в Сунжинской поликлинике. Здесь уже первым компонентом привилось около 14 тысяч человек, вторым – почти 9 тысяч. А последняя цифра увеличивается прямо сейчас. Спустя 21 день Макка Балаева готова получить уже вторую дозу спутника ВИ. Нужно прививаться, чтобы застраховаться заранее, чтобы предотвратить болезнь, не болеть. Я считаю, нужно прививаться. Коронавирусом Макка уже переболела и видела, как борются за жизнь тяжелые больные. Скептическим разговорам относительно вакцины не придавала значения. Сама медик и выводы делала самостоятельно, полагаясь на мнение вирусологов. Теперь уже можно получить сертификат о прохождении 2 этапов и получить QR-код, который совсем скоро станет визитной карточкой практически каждого гражданина. Ну и как самочувствие ваше? Нормально. Это больно? Да нет, не больно. Процедура проведения ввода второго компонента спутника ВИ практически не отличается от первой. В обоих случаях необходимо проводить обязательный осмотр терапевта, который позволяет врачу сделать вывод о наличии или отсутствии противопоказаний к проведению вакцинации. Контакт с инфекционными больными был у вас в течение 14 дней? Хронические заболевания, сахарный диабет, аллергические реакции на препараты, что-нибудь есть у вас? У Миланы Аздоевой нет противопоказаний к проведению первого этапа. Информированное согласие подписано, анкета заполнена. На решение защитить себя от тяжелых последствий коронавируса и привиться сподвигли ряд причин. Одна из них уже перенесенная болезнь. Говорили, что легкой формы, но для меня это было тяжело. Второй раз перенести этот страх я уже не хочу. Если сравнивать с началом массовой вакцинации, число желающих привиться по Сунже и Сунжинскому району растет, отмечают местные медики. В их числе представители всех возрастных групп. Связывают это не только с 3-й волной, но и с новыми ограничениями, неудобствами. Одно из них – требование сертификата при посещении других субъектов страны. Люди стали более подходить грамотно к этому вопросу, люди стали заботиться о своем здоровье. Мы никому не отказываем. В принципе, вакцина у нас есть всегда. Когда уже мы видим, что у нас вакцина, количество ее становится меньше, мы уже заказываем, на следующий день получаем вакцину. Прививаются теперь спутником ВИ и будущие мамы. Долгое время им препарат был противопоказан. Однако позже, с учетом положительных результатов доклинических исследований, экспертами принято решение признать первую отечественную вакцину безопасной для беременных. У нее меньше всего побочных эффектов. Во-первых, там сам эффект этой вакцины выше, чем других вакцин. Поэтому рекомендовано беременным, поскольку риск заболеть и получить осложнения это гораздо страшнее для беременной женщины. Привиться здесь может любой желающий, совершенно бесплатно, и даже пациенты, не прикрепленные к поликлинике. Для этого достаточно заранее зарегистрироваться на портале госуслуг и подать заявку. Диана Дударова, Асхат Белакиев, Новости 24.